Резерв управленческих кадров республики, либо команда Республики Коми, продолжает прокачивать свои профессиональные навыки. Напомним, новый состав резервистов отобрали на конкурсной основе еще в 2019 году. Это люди с активной жизненной позицией и практически управленческим опытом. В течение 3 лет они изучают систему государственного и муниципального управления и развивают ключевые навыки управленца. Это стратегическое планирование, проектная деятельность, мастерство управления людьми, ораторское искусство и многое другое. Часть резервистов уже получили назначение и занимают высокие должности на уровне региона. Александра Головина пообщалась с самыми-самыми. Вот уже 2 месяца Екатерина Грибкова в кресле министра труда, занятости и социальной защиты Коми. В прошлом руководила Центром соцзащиты Сысольского района. А еще молодой спец входит в команду Республики Коми. Опыт работы в резерве называет ключевым. Мне, наверное, больше всех пригодился опыт по обучению по командообразованию, по стратегическому планированию, ну и, как я уже сказала, по проектной деятельности. В части командообразования, безусловно, сегодня работа любого органа, организации, она строится на команде. Все наши цели, задачи, которые мы должны достигнуть, они могут быть реализованы только сильной, надежной командой, а как это выстраивать, как раз-таки нас обучали. Цели, задачи, контрольные точки, конечный результат. Сегодня, работая в должности руководителя ведомства, каждый день сталкивается с необходимостью стратегического планирования. О нем министр узнала как раз в рамках обучения кадрового резерва. Как и все участники, работала над личным проектом повышения качества услуг на сельской территории. Воплотить его в жизнь команда Екатерины Грибковой должна уже в следующем году. Ровно как и команда Андрея Климушева. Сегодня он уже председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта в региональном парламенте. А в прошлом фельдшер отделения скорой помощи Усть-Вымской ЦРБ. Сам конкурс дал всем нам, резервистам, я имею в виду, импульс для развития. И лично для меня, естественно, это тоже стало неким следующим этапом для личностного и профессионального роста. Слом стереотипов, умение смоделировать решения нестандартным способом, другие управленческие лайфхаки, как это сейчас модно говорить, повысили мой предыдущий опыт. На сегодняшний день каждый из резервистов глубоко погружен в проектную деятельность. В следующем году наш учебный цикл нашей команды Республики Коми завершится исполнением проектов, которые точно принесут хоть малую, но пользу и благополучие для жителей Республики Коми. За 2 последних года кадровый резерв прошел 5 образовательных интенсивов, семинары, экспертные лекции, стратегические сессии, различные тренинги. В 2021-2022 годах продолжится программа подготовки резервистов. На этом этапе акцент будет на погружение резервистов в специфику деятельности, в отраслевую специфику деятельности. Акцент будет на развитие их управленческих компетенций, на разработку проектов каждого. Также продолжится практика реализации экспертной деятельности резервистов, их участие в экспертизе проектов нормативно-правовых актов. Также продолжится практика встреч резервистов с наставниками из числа министров, руководителей муниципальных образований, топ-менеджеров крупных предприятий, а также представителей общественно-политических объединений региона. У каждого 5-го резервиста уже произошли кадровые изменения, а больше половины участников команды Республики Коми имеют прямое отношение к реализации приоритетных региональных проектов. Программа подготовки рассчитана до 2022 года, а значит, у резервистов еще есть время проявить себя и получить высокую должность в системе государственного и муниципального управления. Александра Головина, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.